прошлом году количество участников бессмертного полка в онлайн-формате составило около 5 миллионов человек. А в этот раз жители Ингушетии традиционно смогут встать в ряды шествия и пронести портрет своего родственника. Правительство региона вовсю готовится к проведению праздничного торжества, чтобы отметить 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной на достойном уровне. У нас планируется проведение шествия в городе Магаз. На прошлой неделе у нас утвержден план мероприятий в правительстве, где указана дата и время проведения шествия. Это 9 мая в 11:00 на площади Зязикова до башни Согласия. Принять участие в акции может любой желающий. Он может изготовить трафарет с портретом своего родственника, участника Великой Отечественной войны, и прийти 9 мая в 10 часов на сбор акции и в 11 часов начать движение. Близкие тех, кто ценой своей жизни добывал победу, уверены, что память о героях должна быть общей. Герехан Черкиев каждый год с гордостью носит портреты сразу двух героев – Аюпа и Хасана Черкиевых. Первым в 1939 году был призван на Белофинскую войну старший из братьев – Аюп. Через год их войска перебросили на территорию Бессарабии, современная Молдавия. С ним были еще двое из этого села. Один Аздоев и был где-то с Гамурзиева. Сейчас вот точно, по-моему, Дудургов был с ним, еще один парень, ингуш. И вот от них потом узнали, что после какого-то наступления, большого крупного наступления, они попали в окружение, и во время прорыва, вот уже когда они прорвались, на той стороне они больше уже Аюпа не встретили. Вот он там где-то вот пропал без вести. Самый младший в семье Черкиевых, Хасан, добровольно отправился на фронт в 1941 году. Мужчина был тяжело ранен в боях в Украине, лежал в Полтавском военном госпитале. Об этом он писал в письме. А потом больницу окружили. Больше вестей о Хасане семья Черкиевых не слышала. Дом без младших сыновей будто опустел, говорил Герехану отец. Об Аюпе говорили, что он был очень такой парень, веселый такой, задорный, даже вот рассказывали вот эти очевидцы, что перед боем он даже мог сплясать лезгинку и вел себя очень достойно. Но Хасан был такой более уравновешенный человек, но более такой домашний. Он всегда, говорит, помогал дома по хозяйству, был готов всегда помочь, нам на помощь прийти старшим. Был всеми любимый, как младший. Ну, такие бесстрашные ребята были. Сердце матери не выдержало. В 1943 году женщина скончалась, а за ней отец семейства Саадул Черкиев. Однако сам Герехан надежды не теряет. Он пишет письма в разные архивы, чтобы узнать, что же стало с его дядями. Пока безрезультатно. Они живы, пока мы о них помним, говорит Герехан. Поэтому и в этом году он понесет портреты героев Черкиевых в рядах бессмертного полка. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24.